Впервые за 8 лет в Башкортостане зафиксировали миграционный прирост населения. В республику стали чаще возвращаться с севера, и для постоянного проживания выбирают иностранцы. Глава Башкортостана Ради Хабиров поручил Минтруду проработать перспективы наращивания трудовой миграции в республику. Обсудим эту тему подробно прямо сейчас. Сегодня с нами Гульдар Ахметова, ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Гульдар Фаритовна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам на программу. Итак, ждем от вас экспертные оценки. Объясните, пожалуйста, как такое произошло за последние 8 лет, какие основные факторы повлияли? Ну, здесь оказало влияние несколько факторов. Говорить о каком-то одном сейчас достаточно сложно. И, конечно же, надо иметь в виду, что большое влияние на миграционную ситуацию, которая сложилась в 2021 году, не только в нашей республике, но и в России, и в мире оказал 2020 год. Прошлый год, пандемийный. Позапрошлый. Да, позапрошлый год, в том числе и 2021, который также по инерции он проявлял вот то, что у нас в 2020 году произошло, потому что были введены достаточно строгие ограничительные меры. И, в принципе, для истории человечества, можно сказать, была беспрецедентная ситуация, когда миграционные процессы были в какой-то момент буквально приостановлены. То, что вот на всех этапах исторического развития никогда не происходило. То есть люди у нас всегда активно передвигались, мигрировали, но здесь уже такими жесткими административными мерами были приняты ограничительные меры, и миграция рассматривалась как один из инструментов, один из каналов распространения пандемии. Именно поэтому были приняты такие меры. И, естественно, поэтому в последующие годы у нас уже проявился такой эффект отложенных планов. То есть люди, которые не смогли реализовать в пандемийный период свои миграционные планы, они их реализовывали уже в последующий год, в 2021 году. Это одна из причин. Эта причина, она в какой-то степени оказала влияние, рост миграционной активности оказал влияние, в принципе, на рост миграционного объема, на те показатели статистики, которые мы видим. Хотелось бы вспомнить еще, вопрос обсуждался на оперативном совещании в правительстве. Глава Башкортостана Ради Хабиров отметил, что в том числе видят приток студентов. Да, это в том числе благодаря и созданию Евразийского НОЦ, плюс увеличение количества бюджетных мест. А как это происходит? Что видите вы? Да, то есть я тоже хотела договорить. Один из факторов я назвала, следующий. Да, безусловно, те условия, которые создаются в республике, оживление социально-экономической жизни, создание оптимальных условий для молодежи, это все, безусловно, имеет определенный эффект. И наряду с ними работают и другие факторы. И в том числе хотелось бы отметить такой момент, как административный учет мигрантов. Мы с вами должны сказать, что этот миграционный прирост, который близок к 8 тысячам, он действительно достаточно высокий показатель. Он у нас складывается в результате разных потоков миграции, международной и межрегиональной. И здесь международная миграция тоже нам дала такую очень большую цифру, там около 7 тысяч, причем из них 80% это миграционный обмен со странами СНГ. Здесь, конечно, очень большое влияние на такой очень большой приток международных мигрантов оказали и те смягчающие административные меры в сфере международной миграционной политики, которые были приняты в стране по поводу сроков их пребывания. И поэтому есть и такой момент. У нас ведь статистика, она учитывает не сколько количество людей, сколько миграционных случаев. Именно количество прибытий и выбытий. И есть такой момент, когда один человек, международный мигрант, может в течение года 2 раза зарегистрироваться. И, соответственно, в статистике это будет показано как 2 миграционных случая. Этот эффект мы, конечно, тоже должны иметь в виду, что здесь мы говорим не сколько о количестве людей, но есть и определенная доля, в принципе, тех мигрантов, которые были зарегистрированы не один раз. Но даже с учетом этого мы видим, что достаточно большая такая цифра именно прибывших мигрантов у нас в республике представлена. Но здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что административный учет мигрантов у нас очень хорошо сказался на межрегиональной, внутрироссийской миграции. Потому что наша республика, начиная с нулевых годов, никогда не демонстрировала миграционный прирост в результате обмена с российскими регионами. То есть для нас это, в принципе, новая такая, скажем, страница, наверное, начинается в нашей миграционной истории, если так сказать.
И здесь, я думаю, надо отдать должное именно той работе, которая, я так предполагаю, скорее всего, проводилась и на местах по административному учету мигрантов, которые прибывали к нам в республику не сколько на постоянное место жительства, а вот на учебу, на работу. И у нас ведь есть случаи, когда человек может здесь учиться, проживать, работать, но быть зарегистрированным в другом регионе. И, к сожалению, тогда он в статистику миграции не попадает. Хотя можно ли считать, что рынок труда Башкортостана привлекателен для мигрантов? Ну, я думаю, что у нас в республике складывается такая неплохая ситуация, но здесь, конечно, нельзя говорить однозначно. Мы знаем, что очень много высококвалифицированных специалистов выезжают, к сожалению, у нас и в Москву, и в Санкт-Петербург. Это у нас статистика нам это хорошо показывает. В то же время у нас в республике проводится очень большая работа для создания новых рабочих мест. Открываются новые рабочие места. Особенно это касается тех городов, которые получили статус ТОСР, территории особого социально-экономического развития. Это все, безусловно, активизирует и миграцию населения, и специалистов. Ну, и в целом здесь характеризует экономику. Конечно, да, здесь со стороны руководства проводится очень большая работа. Но этой работы, конечно, очень много, особенно в сельской местности. Потому что вот я хотела бы отметить, что начиная с декабря 2020 года наш институт стратегических исследований, мы активно с Министерством труда и социальной защиты, Министерством семьи, труда и социальной защиты работаем над проектом, который условно можно назвать «Миграционный паспорт муниципальных образований Республики Башкортостан». Эта работа также проводится в рамках поручения правительства. И здесь мы очень плотно работали со всеми муниципальными образованиями. В 2021 году мы проработали практически со всеми муниципалитетами, общались с главами сельских поселений для того, чтобы выяснить, каковы причины той миграционной ситуации, которая складывалась именно на отдельных территориях. И здесь надо отдать должное нашим экспертам, и в первую очередь главам сельских поселений. Пользуясь случаем, хочу выразить им благодарность, потому что эксперты очень подробно нам рассказывали о тех вопросах, о тех задачах, которые необходимо решить именно на местах для того, чтобы оптимизировать миграционную ситуацию. Гульнар Фаритовна, очень важный вопрос. По предварительным итогам переписи населения 2021 года властями республики было озвучено, что население региона перевалило за 4 миллиона 100 тысяч человек. Да, мы это слышали. При этом данные статистики другие не превышают 4 миллионов человек. Почему такая разница? Как это можно объяснить? Каким цифрам верите? Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что вторая часть вопроса, она некорректна. Потому что по данным официальной статистики у нас на 1 января 2022 года численность населения составила 4 миллиона 1052 человека. То есть у нас, в принципе, эту отметку в 4 миллиона численность населения превышает. Поэтому говорить, что она менее 4 миллионов, это не совсем правильно. Во-вторых, та разница, которая возникает между предварительными данными переписи и данными текущей статистики, текущей, это значит, которая предоставляется ежегодно, да, с определенной периодичностью, мы ее видим, она вполне очевидна и закономерна. То есть перепись нам показывает фактическое количество проживающих в регионе, а данные статистики, которые исчисляются на начало года с учетом показателей рождаемости, умерших, да, миграции, то есть это другая методика расчетов. Да, это расчеты, которые отталкиваются от данных последней переписи. То есть, учитывая, что у нас последняя перепись была почти 12 лет назад, безусловно, эта разница, она формируется. При этом, как я уже сказала, у нас определенная доля лиц, которые проживают в республике, не попадают в списки статистики, не учитываются. А когда рассчитывается численность населения органами Башстата, они работают только зарегистрированными демографическими событиями. И поэтому эта разница и формируется. В этом и состоит такая ключевая роль переписи населения, чтобы скорректировать численность населения. Поэтому я не вижу здесь никакого противоречия. Она проявляется во всех
регионах, на всех территориях. И после этого уже начинается новый этап отсчета численности населения. Буквально остается 2,5 минуты. У нас с вами до конца интервью очень важный вопрос. Рази Хабиров поручил наращивать трудовую миграцию в республику. Как это возможно сделать? Да, где точки роста и как мы выглядим в ПФО? Ваша оценка? Ну, начну со второго вопроса. Мы в нашем округе занимаем такую золотую середину. То есть мы и не среди лидеров. Во всяком случае, я говорю о той ситуации, которая была до 2021 года. Потому что сейчас данные по ПФО я не могу прокомментировать. Уже мы можем предполагать, что мы уже займем другие позиции в рейтинге субъектов ПФО по итогам 2021 года. Да. А до этого мы были в такой золотой середине. И есть такие субъекты, где показатели миграционной убыли достаточно высоки. Наша убыль, которая проявлялась до этого, она имела такие средние значения. То есть, например, если в среднем по ПФО миграционная убыль была около 8 коэффициент на 10 тысяч человек, то мы где-то занимали значение около минус 12. Поэтому говорить, что мы прям сильно отставали от средних значений, мы говорить не можем. Несколько секунд. Точки роста для наращивания трудовой миграции. Да, это, конечно же, безусловно, открытие новых инновационных предприятий, это инвестирование, и все-таки необходимо развивать экономику в сельской местности, на местах, потому что около 40% населения нашей республики – это сельские жители. Именно они активно участвуют и в межрегиональной, и внутрирегиональной миграции. Необходимо создавать условия для занятости сельского населения. Молодежи. Здесь мы видим, что в Башкортостане у нас тоже ситуация меняется. Да. Спасибо вам большое. Гульдар Фаритовна, вынуждены закончить интервью. Время, к сожалению, подошло к концу. Сегодня нашим гостем была Гульдар Ахметова, ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с БСТ.